С утра король поздравляет меня с днем рождения. Если ты влюбился в бельгийца, то лучше разлюби его. Вау! Знайшов, купил. Пришел домой, а у меня уже такая есть. Привітання, меня зовут Олег Жагер. Мы находимся зараз на центральной площади города Русаларе, Бельгия, где я живу амаль четверть века. Мне 61 год. Сам я з Беларусі, з города Барысаў. Заўсёды пытаюцца, чаму Бельгія. Я могу отказать. День нараджэння Бельгии 21 липня. И мой день нараджэння таксама 21 липня. У мой день нараджэння с утра король поздравляе ўсіх, ну і мяне з днем рождения. Таксама. Каб я нарадзіўся 4 липня, так я б, можа, паехаў у Америку. Я думаю, что это не кармически моя страна, и она мне вельми подобается. Я люблю Фландрию, особенно западную. Привет, меня зовут Маша Черная, мне 37 лет. Я работаю в международной организации. Я живу в Бельгии уже 13 лет. Сейчас я живу в городе Суани, это в Валлонии, 25 минут от Брюсселя. Сейчас мы находимся на главной площади Суани, рядом с мэрией. А это памятник, наверное, единственный памятник в мире, посвященный человеку, которому изменяла жена. Безумное количество фольклора здесь, странные праздники со странными значениями. Один из них – это вторые выходные октября. Начинается праздник и история с того, что мы все собираемся на вокзале, приезжает поезд вместе с мэром и с человеком, вот, который одет в костюм Самплюлюк. Этот персонаж приезжает из Брюсселя с работы и узнает о том, что его жена ему постоянно изменяет. И он идет отомстить этим людям, которые были с его женой. В итоге у них какой-то конфликт, он оказывается виноват в этом конфликте, его сжигают. И они делают очень большое шествие по всему городу. И потом они сжигают чучело этого человека. Мне всегда интересно, а где же жена? То есть она все это замутила и сама куда-то свалила. Вот такая вот история. Англічане кажуть, калі вам не спадабаецца погода ў Бельгіі, чакайце 15 хвілінак, усё можа змяніцца. Толькі што было сонца, зараз уже дождь. У Бельгіі ёсць такі закон, што нельга строіць аднолькавыя праекты дамоў. Таму яны ўсе разняцца. Ёсць аднатыповыя праекты, але ж гэта касаецца толькі сацыяльнага жылля. Зараз я вам пакажу дом, якім мы живем. Этому дому 120 гадоў у гэтым годзе. Ён 1905 года народжання. Ну что, welcome. Вось наш living. Тут мы проводим большую частку часу. Бар, китайский шкаф, моя коллекция винила. Тут усё. Ад джаз-року до класічнага року, фанку. Усё, аб чым я толькі марыў. Так як я працаваў доўгі час у вінілавым магазине. Абсталяванне, каб слухаць кружэлкі. Тут піва. Калі хочаш ведаць больш пра хазяіна дома, паглядзі ў яго шкаф. DVD, CD. Это моя подзорная труба. Было время, когда я очень увлекся изучением Вселенной. Мне казалось, что мне надо только еще внимательно посмотреть на небо, и я все пойму. А я 2 раза смотрел только в нее. Это моя корона. Рок-корона 95-го года. Там наша спальня, гэта гостевая комната, а тут свята святых. Гэта студия. Мое працоўнае место. А ў другой частке студии музей былой техники. Все, что годами собиралось и покупалось, зараз стоит тут. И что у меня еще есть, моя гордость, коллекция медведей. Я вельми люблю медведей. Гляньте, какая собиралась коллекция. У нас с моей жонкой есть мянушки. Она меня зовет Миша, а я ее зову Белка. Вот гляньте сюда. Бачите? Это мы. Только
Bonjour. У нас сейчас лето, школа закрыта, и мы сейчас идем, это называется по-французски стажировка, разные занятия, куда ты записываешь детей, чтобы они проводили время, пока ты на работе. Стаж. Вот Данил говорит стаж. Здесь мы живем. Мы купили дом 5 лет назад и переехали из Брюсселя. Вот этот квартал был построен для шахтеров. Это немножко такие бельгийские хрущевки. Половина домов в частном владении, половина домов в социальное жилье. То есть если у тебя недостаточно денег, ты можешь подать заявку и получить место. Данил, дай мне руку, пожалуйста. Ну? Да, пожалуйста. Все-таки. Так, сейчас мы молодой средний класс. Вот это наше жилье тоже. Да? Это было у 97-м годзе. Мы приехали ў Бельгію по запрашэнню менеджера музыкальнага лейбла. У мяне быў кантракт з ім, а ён непадалёк адсюль, 5 кіламетраў адсюль. І мы спачатку жылі там. Ну, гэта малая дзерэўня, мне там неспадручна і скучна. Мы рашылі пераехаць сюды, ў Руслары. Такі невялічкі горад, але вельмі уютны. Тут жыве каля 70 тысяч. Я думаў, што я папрацую 5 гадкоў, а калі я ўжо паняў, што нічога ў Беларусі не мяняецца к лепшаму, тады мы ўжо вырашылі, што трэба пускаць корні тут і ўжо жыць тут, і это ўжо наша страна. Когда я приехал сюда, уже было неправильное время для блюз-рока, для той музыки, которую я играю. Музыкальные продюсеры открыли такую себе краник с постоянно капающими денежками. Создание girl-band, boys-band. Основная активная публика, которая платит за это деньги, это дети. Тем более в то время, когда появилась цифра, материальный рынок накрылся, сложнее стало продавать продукцию. Hey Mario! Hi, Oleg. Alles gut? Yes, little calm, but Calm. okay. I see. Just got order from Japan. Oh, So have to everything send good. to Japan. Yes, Japan can save the business. Yeah, I hope so. Because with that weather, not so many people in the shop. Вот это тое, что зараз вышло у Бельгии. Наглядно видно, что существует бизнес в стране. Калі б вот так вот, кружэлки белорусских майстроў. О, было б. Ой. Я заўжды кажу, што пластинки сами себе от пыли не протруць. Это уже готовится к отправке людей-заказчиков, кто купил вот гэтыя кружэлки в интернете. To Belarus you sell? Oh, it's not long time ago, 3 weeks ago or something. It was some period, it was some guy, he ordered all symphonic rock. I want to make a paper to put on the box to send. I couldn't. So I sent the guy a message. It's not possible to send to Belarus for this moment. He gave me some red feedback. Oh. He said, oh, idiot. Я проснулась утром, случайно посмотрела новости в Фейсбуке и узнала, что у нас новый премьер-министр. И я даже не знала, что у нас не было несколько месяцев опять правительства, потому что они формировали коалицию. Что это значит? Что есть федеральное правительство, которого иногда нету, которые иногда формируют коалиции. И у них такая сильная региональная власть, что, в принципе, ты спокойно можешь жить и без федерального правительства. 13-14 лет назад в Бельгии не было правительства, рекордное количество месяцев. Они вошли в книгу рекордов Гиннесса. И единственная проблема, возникшая из-за отсутствия правительства, была в том, кто подписывает инвойс, фактуру за новые окна в Доме правительства. У нас была такая ситуация, что нам полиция сказала 5 дён покинуть страну, все, у нас не было документов. И это было перед Рождеством. І мой сябр каже, давай напишем ліст до каралевы. А ў гэты ж перыяд я прымаў удзел у вялікім канцэрце музыка Міленіум. І я пеў партыю Ісуса Христа в оперы «Ісус Христос Суперстар». І якраз была кругом рэклама гэтага канцэрту. Мы напісалі каралеве, што вот такая сітуацыя, і ён выдатны музыка, і вось у яго перформанс у Антверпене на гэтым вялікім канцэрце. И мы вас запрашаем таксама. Праз 3 дні прыйшоў ответ. Каралева написала, дзякуй за приглашение на концерт, але ж у каралеўскім двары не ўсё мы можем рабіць, што хочам. Але калі у вас будуць якія праблемы з паперкамі, вось тэлефон нашага каралеўскага адваката. І праз нядзелю нам далі від на жыццё.
Это не очень туристический город. Он маленький, а вокруг поля. Но если ты посмотришь вообще на архитектуру, ну это ж круто. А потом вот этого вот кафедрального собора, ты идешь в заброшенное кладбище. Здесь спокойно. В этом городе люди, либо как я, которые работают, все заняты. И очень много детей, и очень много подростков. И вот это местечко, где маленькие подросточки целуются, обнимаются, наверное, там что-то подкуривают, что-то подпевают. Ну, у нас у всех, мне кажется, есть романтическая вот эта история, когда нам было 15-16, и у нас у всех было такое местечко, где мы делали всякие взрослые делишки. Девочкам и мальчикам нужно перед тем, как они находят свою какую-то любовь, определиться с национальностью этой любови. Ну, то есть, если ты влюбился в бельгийца, то лучше разлюби его и влюбись в кого-нибудь другого, чтобы не переезжать в Бельгию. Страна прекрасная, люди очень хорошие, но климат тяжелый. Многие скажут, в Беларуси же климат хуже, холоднее. Не знаю, в чем прикол, но в Бельгии хуже, тяжелее. Влажность очень сильная, все это давит. Сильные дожди начинаются в ноябре и длятся до апреля-марта. И после Рождества обычно, когда все веселье проходит, у тебя остается январь-февраль, и вот там становится так грустно. Ну да, такая мрачная страна. Британцы говорят о погоде, из приличия, все дела. В Бельгии ты реально говоришь о погоде. То есть это как бы одна из твоих таких насущных тем, которые ты обсуждаешь. Я проверяю на телефоне погоду раз 5-6 на день, я думаю. Дождь, солнце, дождь. Это может быть даже в феврале, когда тебе кажется, что конец, все серо. А потом бах, выходит солнце. Это про загляние солнца и в наше оконце. Тут очень прикольно, когда появляется первое солнце в апреле, все бельгийцы выходят на террасы, и неважно, как холодно, они сидят на террасе и наслаждаются этим солнцем. И, наверное, вот на этом контрасте ты чувствуешь, что ты счастлив, когда выходит солнце. И неважно, что происходит, но ты чувствуешь это счастье. Фландрия и Бельгия знамениты также своими античными магазинами. Исторически сложилось, что здесь очень много очень старых вещей. И сейчас их можно купить в подобного рода магазинах. Hello, how you doing? Fine? Fine, thank you. How's business going? If it's selling well? Het is heel moeilijk. Not so many people come in the shop, you mean? Less than before COVID. And do you sell online, on the internet? No, I don't sell online. I make the choice to have a shop so that people can feel the things. They can see the things, they can feel things. Yes. Our European way. Do you have some items what you never sell? No, I sell everything. That's true. I have to think like a businesswoman. Yeah, like businesswoman, yes. What the oldest piece you have? That's from the 1800 and yeah. Whoa. So that's the oldest thing. That's What is it? It's an album. it's an album It's an for album photos with the old photos from old. Yes, and it's also It's a 19th. yeah. Oh, and it's 19th century. Yes, 19th century. Yes. Wow. That's the oldest thing I Yes, have. the oldest. Yes. Thank you very much. How much does it cost? 375. It's not that much. Alec, buy it, please. Buy it for me. Oh my God. I have to speak the language I already forgot. Тут шмат рэчаў, але зараз мы поедем туды, дзе іх больш. When you flying, when did you see that we are both Belgium and when you are both Holland, Yeah. Netherlands, Dutch? When you see the toilet paper drying, then you're in Holland. You see? Please, guys, have a nice day. See you See around. you. Вось гэта так называемы Ромельмарк. Гэта такі рынок, дзе людзі выносяць усё, што ім не спатрэбна, на продажу. Калі толькі хаджу на падобныя рынкі, то толькі за кружэлкамі. Я ўсё набыў. Гэта так уже. Бывае, што я вау, знайшоў, купіў, прыйшоў домой, а ў мяне ўжо такая ёсць. Калі табе 60 гадоў, неплохо. Можа, я даже гэта сабе куплю. Тут найлепш усяго купляць кружэлкі ў людзей, якія нічога не разумеюць. Тады можна купіць вельмі дёшава і вельмі добрыя рэчы. Але я думаю, што гэты час ужо скончыўся. Бо інтэрнэт дапамагае. Людзі бачаць, што кружэлкі зараз растуць у цане, паднялі добра цэну. Раней кружэлку можна было купіць за 1-2 еўра. Ну, сёння мы зрабілі добра. Мы за 20 еўра купілі 4 кружэлкі. Скора яны будуць каштаваць мінімум 15. Кожная.
Это такие минимальный уклад у семейный бюджет. И это мой муж Жерем, который говорит по-русски. 1,5 года ты прожил в Беларуси? 1,5 года, да. У нас обязательно было учиться за границей. Были разные договоры по обмену. Один с университетом в Москве, в Омске и третий в Минске. Почему Минск? В отличие от России, в Беларуси мы учились белорусами. Мы жили с белорусами. Мы жили в общаге с белорусами, а не только с иностранцами. То есть это очень большой плюс. Ну, это практика. Это практика. Дальше нужно знать, что в Минске у нас специальная программа для нас была. Только для бельгийцев. Все знали, что программа очень хорошая, потому что, конечно, мы видим, каждый год люди возвращались либо с России, либо с Беларуси. Сразу было всем ясно, что те студенты, которые уехали в Минск, у них уровень русского языка гораздо выше. Хороший юмор – это национальная черта бельгийская. Бельгийцы гордятся этим. Есть какой-нибудь анекдот такой, может быть, даже немножко скандальный? Скандальный я не скажу, но у меня есть хороший анекдот. Это история двух мужчин, которые сидят в баре, они из Брюсселя. Один из них говорит другому: быть фламандцем в Бельгии – это реальное преимущество. Все высокие посты, все наши послы, они фламандцы. А другой ему говорит: в Брюсселе открыли клинику, где они делают операцию, чтобы стать фламандцем. Позвонили в эту клинику. Доктор ему говорит: да, это очень простая операция. Мы снимаем половину вашего мозга, делают эту операцию, и он просыпается. И врач очень нервничает. Во время операции на самом деле мы не снимали половину, а 2/3 нашего мозга. Мы должны как можно скорее планировать другую операцию, чтобы все это исправить. Брюссель смотрит на него и говорит ему: месье, я не понимаю, я должен, у меня рандеву в Париже, я должен сейчас срочно уехать. Это наш соседний городок, зовется Кортрейк. Переводится як «короткий рейх», «короткая волость». Калісті давно король сказав одному своєму рицарю, каб він сів на коня, і кольки проскоче, то і буде його земля. Добре поскакав, скоро поскакав, але потім конь підвер ногу, і він звалився. І тут провели границу, сказали: усё, это твой короткий рейх. Coming in. Wow, nice place. For every beer we have a new glass. The glass what belongs to the beer, with the name on it. Yes. For women we have also small glasses. When the waiter bring you, he always serve you with the face of logo and the name of the beer, always. Okay. Let's do it. Because in Irish they have no foam on it, and we don't like it. We must have foam. Look how duvel work. Look at this magic. Santé. Santé. Prost. Gezondheid. Будьма! Я коли працював з оркестры тут местные, они заўсёды передаюць ноты другому оркестру. Я выступал в одном городке, и меня спытали: что ты будешь пить? Я сказал: хочу дювел. Они мне дали дювел. Праз яких пару тыдняў я уже спевал с другим оркестром 60-70 километров от предыдущего места. И когда я приехал на репетицию, мне одразу принесли дювел. Я кажу: откуль вы ведаете? Они сказали, что в нотах было написано Олег Дювел. Я травмирована дачами, огородами, Ревень, грубики, мята, картошка, копанием. клубника, редиска, фасоль, тиква. Но муж у меня такой очень веселенький в этом плане. Здесь смородина растет. Груши. На самом деле это местные сорта прямо из нашего города. На наших 3 сотках есть 1,5 сотка огорода. Поехали. Я попробовал вот эти морковка посадить, но мы уехали на каникулы. И вот такой бардак теперь у меня. Но смотрите на этот сорняк. На самом деле можно его есть. Это не сорняк, это вид шпината. Это то, что ели у нас в Средневековье, до того, как крестоносцы принесли шпинат с Иерусалима. Он такой красивый. И растет как сорняк. Можно его есть. Прямо так.
когда я учился в Минске, меня пригласили на дачу, отдохнул, там баня, вот. Но у каждого был свой маленький огородик. Это, я считаю, очень здорово на самом деле. В Бельгии у нас нет вот такого понятия, как дача. Очень редко, что у людей есть там второй дом где-то в деревне, где они вот летом идут отдыхать и делать огород. Сейчас, особенно после ковида, все люди стараются вот купить дом, где есть маленький участок земли. Огород, все это выращивать чуть-чуть. Это очень модно. Здесь, в соседнем городе, когда ребенок родится, город в подарок дает либо яблоню, либо грушу. Теплицу. Как у моего дедули. Да, вот. Это у нас будет upcycle. Маша только что сказала, что это не upcycle, это как у деда. Я все это нашел. 2 года их собирал. Это на самом деле тоже прикольно посмотреть на этот огород, потому что он не совсем бельгийский в плане того, что у нас растут типа огурцы, это у нас совсем не модно. Ну, люди не выращивают. Да, но плюс на самом деле Жерем Это потому что тебе солит нравится. огурцы. Да, это у нас не тема совсем. Это белорусская не тема. маринует, а солит. И причем он смотрит в интернете всякие рецепты от всяких монахов каких-то, что нужно там. От бабулей, да. От бабулей всяких, что нужно какое-то положить. Он квасит капусту. Буряк тоже у нас вот, люди в основном не едят, это потому что да. Да. Ну, я люблю. То есть очень многие вещи, я очень люблю готовить, и люблю еду и продукты. И очень многие вещи Жерем делает, потому что я прошу или я покупаю семена, И укроп. которого нету в бельгийской кухне, его нету. Красотка, да? А не огород. Все в процессе еще. С голода мы не умрем. Это фермерская земля. И это такие трудяги, это такие люди. Я, когда участвовал в одном тут телешоу, у одного фермера, у дочки был день рождения. Когда было это телешоу, переживала, бо я с Руслары, и свой как бы, да. И хотели родители ей зрабіць сюрприз. И меня пригласили, каб я спел. И эта вечеринка была где-то до 2 часов ночи. А ейному батьке треба было уже в 4 часы идти уже працаваць на ферме своей. О, блин. Я ж забылся, мне... Слухай, мне надо... Я же гуляю в лото, мне надо срочно в лото ехать. Я совсем забыл, бля. Ты мне голову задурим сегодня. Давай, дороженький, пойдем с тобой погуляем, выключай эту всю фигню. Бельгия вельми напоминает Беларусь. Самый главный продукт – картофель. В Беларуси на авто были заўжды червоные номеры были. И в Бельгии так само. И это бел-бел. Бельгия, Беларусь. Это такая краина, якой могла бы быть Беларусь, калі б не соседи. Менталитет трошки похожий на Беларусь. Тоже такие помяркованные, спокойные. Никто никуда не спешит. Перший час мне это было тяжко. Мы жили все в неким темпе у Минску. Некие все такие тихие, спокойные. Я думаю, боже, мы же ничего не успеем сделать. Не, все получаю, все отрымливается. Да? Другий подход у людей. Да. До часу. И если есть дедлайн, то ты ведаешь, что этот человек тебе ніколи не подведет. Вот тут вот соседка. 2,5 миллиона женщина выиграла. Вельми шмат бельгийцев выиграли. Вельми шмат. Ось продається дом. Синее это стоять. О, я б собі такі купив, каб були гроші. Зараз пойдемо, згуляємо лото. Коли я виграю, я його куплю. Руслари. Yeah, the best. Видиш, який патріот Руслар є? У меня в Лондоне был выпадок. Прочитал где-то здесь в интернете, что закрывается самый великий лондонский магазин с кружелками, где он знайсти, не мог знайсти. Я подошел до полицейского и питаю, вы ведаете, где таки-то магазин? И он каже, я не ведаю, але мой коллега ведае. И он начинает звонить другому полицейскому, и яго тут рации. У рации кричит человек, Mayday, Mayday, we have a problem. Кто-то грабит некий магазин. Я говорю, ой, извини, тебе треба бегче. Он говорит, да не, сейчас я доведаюся тебе про адрес, а потом ничего страшного. Вот такие полицейские. Это в Лондоне, но в Бельгии так само, то же самое. It's 185 million we play today. Wow! I hope it's gonna be mine. Это будет у 7 вечера розыгрыш у Брюсселі. И тогда мы только доведаемся, какие номеры выиграли. Я ніколи не слежу за этим. Я наступную пятницу буду проверять. Я люблю жить с надеей. Коли ты целую неделю думаешь, а вось я, гэты самый, кто выиграл, 185 миллионов сегодня разыгрывается. Бачу? Пошли.